5 мая 1945 года. 1414 день войны. На рубеже Рожнов-Сетин-Визовица завершилась Моравско-Австравская операция. В боях без возврата потеряны 24 тысячи человек. В госпиталях от ранений и болезней умерли еще 90 тысяч. Завершилась Братиславско-Мурновская наступательная операция. Войска 2-го Украинского фронта продвинулись на 200 километров и завершили освобождение Словакии. Австрия. В концлагере Маутхаузен вспыхнуло восстание. Узникам удалось захватить склады оружия. За годы войны в этом концлагере нацисты уничтожили более 120 тысяч человек. Среди узников был и генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. За отказ сотрудничать фашисты на морозе обливали генерала водой, пока он не погиб. Посмертно. В 1946 году Карбышеву присвоено звание Героя Советского Союза. До нашей победы оставалось 4 дня. Четыре дня до победы, 4 дня остается до великой даты празднования окончания Великой Отечественной войны. И это главная история этих дней. Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте, и сегодня в выпуске. За мирное небо спасибо. Я рад тому, что вы живы, здоровы. Как чествуют ветеранов в преддверии Дня Победы, увидела Адель Кламиц. Десятки камер и сотни сотрудников телерадиокомпании. Картинка должна получиться такая достаточно интересная, потому что в эфире мы будем целый день. Каким увидят бессмертный полк телезрители ТНВ? Салават Мухаммадуллин. Потолок с пятном вместо праздничного неба. Скажите, в Папиной протекло, когда здесь больше ничего не текло, а здесь ручьем текло. Как крыша дома поделила на 2 фронта – ветеранов войны и коммунальщиков. У Альбины Минибаевой. Разметку дорогам. Еще лучше было, если бы они были светоотражающие. Довольны ли водители окраской столичных улиц, узнал Дмитрий Айринин. С минуты на минуту в Казани начнется генеральная репетиция парада в честь Дня Победы. 2000 военнослужащих, сотни единиц техники, артисты и любопытствующие. А еще перекрытые улицы и измененный график движения в центре города. На площади Тысячелетия сейчас находится наш корреспондент Александра Севастьянова. И мы готовимся выйти с ней на прямую связь через пару минут. Инженеры ведут последние приготовления. Ну а пока давайте перенаправим внимание за пару тысяч километров от Татарстана. Сегодня начался двухдневный рабочий визит президента Рустама Минниханова в Германию. В Мюнхене прошли ряд деловых встреч и переговоров с местными бизнесменами и руководством Баварии. Сейчас там находится наш корреспондент Лейсан Сабирова, и ей слово. В инжиниринговом центре Линде презентуют инновационную разработку, трехмерную модель Амурского завода. Предлагают использовать и на татарстанских проектах. Еще одна инновационная разработка Линде – автомобиля на водородном топливе. Лично тестирует автомобили президент Татарстана и генеральный директор компании ТАИФ. Это ближайшее будущее, а сегодня Линде и Татарстан связывают крупные проекты с группой компаний ТАИФ. За более чем 10 лет сотрудничества реализовали амбициозные проекты. В частности, немецкая компания участвовала в строительстве печи пиролиза на Казань-Оргсинтезе. Еще одна инновационная разработка – полупромышленная установка по производству синтетического газа и водорода. Не нужно ограничиваться разовыми проектами, нужно строить стратегическое партнерство, отмечает президент Татарстана на встрече с президентом группы компаний Линде Альдо Беллони. Для обслуживания России президент предлагает разместить один из центров в Татарстане. Кроме того, предлагают открыть на базе Казанского технологического университета центр по подготовке кадров для России и стран СНГ. О необходимости развития сотрудничества говорят на государственном уровне уже с премьер-министром Баварии. По словам Хорста Зейхофера, в рамках прошедшего визита в Москву они согласовали сотрудничество по многим направлениям. А уже на следующей неделе немецкие бизнесмены должны приехать в Татарстан. Лейсан Сабирова, Марат Хусаинов, ТНВ, Германия, Мюнхен. И мы возвращаемся в Казань, где, как я уже сказал, под стенами Кремля идет генеральная репетиция парада Победы. Тысячи военных, сотни единиц техники и непередаваемая атмосфера ожидания праздника. На прямой связи с нами Александра Севастьянова. Александра, здравствуй. Что ждет 9 мая гостей праздника и наших телезрителей?
Здравствуйте, Алексей. Казань в высокой степени готовности. Мы видим, что уже практически оборудована сцена, трибуны. Сегодня здесь, на площади Тысячелетия, пройдет генеральная репетиция Парада Победы. Ну а финальный прогон состоится в воскресенье, 7 мая. Хочется сразу же напомнить автовладельцам, что все предпраздничные дни центральные улицы Казани будут перекрыты с 6 вечера и до полуночи. Поэтому перед тем, как выезжать в центр, лучше уточнять дорожную обстановку на сайте Казанского исполкома. Ну а парад этого года обещает быть особенно масштабным. Это 2000 военнослужащих и еще столько же артистов. До начала нам удалось пообщаться с некоторыми участниками, и всем им мы задавали только один вопрос: что для них значит участие в этом параде? Участие ветеранов локальных конфликтов в Татарстане стало возможно только при содействии нашего премьер-министра в то время Рустема Нургалиевича Минниханова. И он оказал материальную помощь, потому что мы закупили форму, обувь и так далее. Вот. Мы очень ему это благодарны. Мы были вторые в России, кто стал ходить на парад, вот, как участники локальных конфликтов и афганской войны. Первые это ходили ветераны в городе Красногорске, когда генерал армии Громов, генерал-полковник, Громов был там губернатором. Запланировано, что парад начнется в 9:45 театрализованным прологом. Ну и уже, конечно, по традиции зрителям продемонстрируют ретро-машины. Мы видим, вот они вдалеке стоят. Вот сюрпризы, к сожалению, этого года пока организаторы не раскрывают, но можно быть уверены, что они в любом случае будут, и организаторы удивят зрителей новыми интересными решениями. Сейчас подготовка к параду пока еще не началась. Мы будем держать вас в курсе событий. На этом у меня вся информация. Алексей. Спасибо, Александра. Это было включение с репетиции Парада Победы. Десятки камер и более сотни сотрудников нашей телерадиокомпании примут участие в прямой трансляции Дня Победы. Это парад и шествие бессмертного полка. Впервые во время съемки будет использовано сразу несколько летательных аппаратов. Как наши телеведущие и технический персонал сегодня провели репетицию, и как телевизионные пазлы сложатся в единую эфирную картину Дня Победы. Салават Мухаммадуллин. С высоты птичьего полета от начала и до конца маршрута бессмертного полка участников будет сопровождать 2 квадрокоптера. Специально для трансляции шествия нашему телеканалу разрешили полеты в беспилотной зоне в центре Казани. Мы укрупняемся, работаем в крупности. Последние указания операторам бессмертного полка из уст главного режиссера. Чтобы трансляция прошла без единой помарки, сегодня прогон сразу со всех точек съемки. Уточняется крупность планов и качество соединения с передвижными телевизионными станциями. В День Победы времени на это не будет. Все в прямом эфире. Картинка должна получиться такая достаточно интересная, потому что в эфире мы будем целый день и показать хотим все и со всеми особенностями данного действия. Во время трансляции бессмертного полка будут работать 2 группы ведущих. Одна на площади Свободы, другая здесь, на балконе Пирамиды. Уже в стенах культурно-развлекательного комплекса действует продакшн, который будет формировать готовую картинку и отправлять ее на студию ТНВ, где главный режиссер решает, что в итоге попадет на экран телевизора. Сами ведущие уже вовсю изучают сценарий, примеряют эфирные костюмы и не скрывают. День очень ответственный. При этом, по их словам, на 100% быть готовым к прямому эфиру невозможно. На то он и прямой. Второй раз мы уже транслируем «Бессмертный полк». Это будет очень большой праздник, это очень большая ответственность. Мы надеемся, что очень много радости нашим телезрителям мы сможем принести в этот день. Чтобы шествие бессмертного полка смогла видеть вся республика, работают над ней около 100 человек. Трансляция будет вестись одновременно из 20 камер. Они будут сопровождать участников по всему маршруту, а это более 2 километров. И в этот день портрет каждого фронтовика и его родственники обязательно попадут на телеэкраны. Салават Мухаммадуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Трансляция парада войск Казанского гарнизона в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на нашем канале начнется в 9 часов 40 минут. Затем праздничный концерт. И в 14 часов 45 минут на ТНВ начнется прямая трансляция шествия бессмертного полка. Героев-победителей сегодня чествуют по всей республике. Ветераны Великой Отечественной и труженики тыла, блокадники. На войну из Татарстана ушли более 700 тысяч человек. Не вернулся каждый второй. Аделя Коломиец увидела, как принимают поздравления героев в преддверии Великого дня. Вся дивизия
погибло. 500 человек осталось. На транспарантах те, кто во время Великой Отечественной служил в авиации. Их вспоминали на вертолетном заводе Алина Брандукова, внучка легендарной летчицы Магубы Сыртлановой. Во время войны немцы прозвали ее «ночной ведьмой». На счету летчицы почти 800 вылетов. Она прошла через всю войну, став героем Советского Союза. Таскали эти 100-килограммовые бомбы, подвязывали их под крылья хрупкого самолета. Это на самом деле удивительное вообще явление. И очень жаль, что я не могу лично пообщаться со своей бабушкой. Торжественно, как и полагается, с воинскими почестями сегодня чествовали ветеранов в МВД Республики. Сейчас под их патронажем 45 участников и инвалидов Великой Отечественной, а также 19 приравненных к ним ветеранов. Во Второй мировой территорию Советского Союза отстаивали более 9 тысяч татарстанских милиционеров. Патриотизм, вера в победу была постоянной. Я, например, участвовал на 2 фронтах. На Калининском и на 2-м Украинском. Я был командиром пулеметного взвода пулеметов «Максим». Путевки в санаторий, подарки и денежное поощрение получили ветераны войны и труженики тыла в Набережных Челнах. 200 человек наградил завод КАМАЗ. Необычно ветеранов поздравили и сами работники. Спектаклем Твардовского Василий Теркин. Общее фото с нашими ветеранами. Подарки и поздравления сегодня принимали ветераны метроэлектротранса. Николаю Пыркову было 14, когда началась война. 4 часа занимались, а 8 часов на завод водили. 810 в Ленинграде, под номером был этой войны. В токарной группе был. Пулемет «Максим» делали. Нелегко в годы войны пришлось и Ариадне Измайловой вместе с мужем. Судьба их бросала то в Среднюю Азию, то в Заполярье. Супруга уже нет живых, а ветеран войны, инвалид 2-й группы, живет вместе с сыном, который тоже болен. В подарок на 9 мая Ариадна Измайлова попросила у Фарида Мухаммедшина диван. Желание сбылось. Мебель сегодня собрали члены молодой гвардии. В Татарстане более 55 тысяч участников Великой Отечественной и приравненных к ним ветеранов. Адель Кламиц, Нияз Рахман, Ильшат Аюпов, Альберт Шафигуллин, Ильшат Мухаметов, Марат Зайдуллин. ТНВ, Казань, Набережные Челны. А вот казанский ветеран Великой Отечественной войны Анас Амирханов встретит День Победы с протекающей крышей. Больше года семья ветерана пытается добиться от коммунальщиков ремонта кровли. Их квартиру заливает во время каждого дождя. Управляющая компания утверждает, что это выдумка. Почему ветеран Анас Амирханов смог пройти все трудности войны и выйти победителем, но почему терпит поражение в борьбе с коммунальщиками, пыталась узнать Альбина Минибаева. Стекла и книги я вынуждена была убрать, потому что все время боишься, вот я и сейчас боюсь, что может обрушиться. Потому что... В страхе год и 2 месяца в квартире Земфира Амирханова проживает со своим отцом, ветераном Великой Отечественной войны. Анас Абдулович прошел Прибалтийский фронт, теперь пытается одолеть коммунальщиков, чтобы спастись от воды. Ухаживаем немного, посуду ставим, там подпорку делаем. Необъявленная война за ремонт крыши и потолка у хозяев началась в феврале 2016 года. Тогда коммунальщики чистили наледь с крыши. Остановила я их, прошла часа 2. Я остановила, стала плакать. Я говорю, что же вы делаете? Я поняла, что нам пришел конец. Деформация была, но работы были произведены сразу же. Это позиция управляющей компании. Правду теперь стороны доказывают в суде. Как рассказывают жильцы, вода по бревнам стекается в тазы, так они спасаются во время дождя. Но по версии управляющей компании, многие из них фиктивно. Здесь заканчивается квартира ветерана. И эти контейнеры уже для антуража. Когда здесь текло, у нас и протекло в комнате. Откуда же у нас в комнате, скажите, в папиной протекло? Когда здесь больше ничего не текло, а здесь ручьем текло. В управляющей компании заверяют, пятна на потолке квартиры появились гораздо раньше, а не год назад. У коммунальщиков своя правда. После капитального ремонта в 2009 году все проблемы с кровлей были решены. Житель не дает сделать косметический ремонт у нее, потому что если бы она согласилась, мы бы покрасили, сделали бы все это. И если бы новые пятна появились, тогда да. Но однако житель не дает сделать, конечно. Сегодня крышу дома оценили эксперты, которых назначил судья. И до следующего заседания они заняли позицию молчания. Мне все в экспертизе будет. Мы имеем дело с ненадлежащим исполнением своих обязанностей, с одной стороны, и с другой стороны, с отсутствием контроля со стороны руководства управляющей компании. Результаты экспертизы будут готовы через 2 недели. Пока же Анас Амирханов готовится к встрече Дня Победы и очень рассчитывает, что его праздник не испортит дождь. Альбина Минибаева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Зачем крушил, не знает, но в преступлении признался. Полицейские задержали подозреваемого в вандализме на кладбище в Зеленодольском районе. Им оказался 20-летний житель деревни Васюкова. Напомним, в ночь на 30 апреля неизвестные устроили погром на сельском кладбище. Были повреждены почти 100 надгробий, возбудили уголовное дело. О первых результатах далее в репортаже. Таких людей я человеком даже не могу вот таких людей сказать. Это для нас большая беда, большая трагедия для деревни. После погрома на кладбище местные жители были в шоке. Неизвестный повалил почти 100 надгробий, многие плиты были разрушены на части. Произошло все в ночь на 30 апреля. И уже через день жители Васюкова вышли на субботник. На кладбище прибрались. 4 памятника так и не удалось восстановить. Всю неделю сельчане жили вопросом, чьих рук это дело. Думаем, из городских, наверное. Здесь нет. Могу сказать точно, не из нашего сельского поселения, потому что у нас и в Васюкове, и в Распугах, и в Малых Ачасырах очень дружный народ. Точно или нет, полицейские проверили каждого. Оказалось, не все в Васюково такие уж дружные. Установлено, что данное преступление совершил 20-летний житель села Васюково Зеленодольского района республики. В содеянном задержанный признался. То, что именно он устроил погром на кладбище, подтвердили и родители злоумышленника. Им сын рассказал о произошедшем сразу после содеянного. На вопрос «зачем?» ответить не смог. Почему? Понятно. Задержанный является инвалидом по психическому заболеванию. В 2014 году решением Зеленодольского городского суда он признан недееспособным. Диагноз не освобождает от ответственности. Его, скорее всего, не лишат свободы и отправят на лечение в специальное учреждение. Аделя Коломиец, ТНВ, Зеленодольский район, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Разметку дорогам. Еще лучше было, если бы они были светоотражающие. Довольны ли водители окраской столичных улиц, узнал Дмитрий Аринин. Майские праздники без шашлыков. Ни костры разжигать нельзя, Нет, ни траву, ни мусор. Так хочется шашлык. Соблюдают ли казанские дачники правила особого противопожарного режима, узнал Сергей Хайдаров. Ко Дню Победы главные магистрали Казани получат новую дорожную разметку. Работы начались накануне. В ход пошел износоустойчивый термопластик. Задача максимум окрасить без малого 400 участков дорог, в том числе и городские площади. Когда планируют управиться совсем и сколько это прослужит, узнал Дмитрий Аринин. Тут нету схемы. Ездить надо ровно. Он рисует белым термопластиком то, что так давно хотели водители и пешеходы – разметку. На 100 основных магистралях Казани в основу дорожных обозначений ляжет именно износоустойчивый материал. Нанесение дорожной разметки термопластиком является более сложным технологическим процессом, нежели нанесение краской. Но термопластик является более износостойким. Работы ведутся по ночам, когда на дорогах меньше машин и прохладнее. Так покрытие лучше сохнет. По технологии полчаса нельзя после того, как пластик ложится, ездить грузовым машинам, чтобы его не выдавили. И все. Как говорят, разметка из термопластика должна прослужить не менее года. Большинству же столичных улиц, что имеют районные значения, суждено окраситься просто краской. У нее гарантия сохранности 3 месяца. Задача у нас, конечно, к 9 мая выполнить основные наши магистральные улицы. Это порядка 25 объектов. Поутру, когда большинство водителей проснулись и проехались по новым дорогам, отметили, на некоторых участках, в частности на южной трассе, полосы стали уже, что небезопасно. Хотелось бы, чтобы все время обновлялись дороги и разметки на дорогах. И из-за этого происходит очень много аварий. Еще лучше было, если бы они были светоотражающие. То есть тогда легче ориентироваться водитель, я думаю, меньше было тогда. То есть тем раньше и тем лучше качество, тем меньше у нас будет аварийность на наших дорогах. Однако дорожники заверяют, все сделано по стандартам. Завершить все разметочные работы должны к Кубку Конфедерации, то есть к середине июня. Дмитрий Аринин, Динара Камалова, Азат Самигуллин, ТНВ, Казань. Сегодня к дачникам отправились спасатели. Уже в этом году пожарные совершили более 70 проверок. 2 председателей садовых обществ и 15 дачников привлекли к административной ответственности. Сколько может стоить шашлычок на даче, узнал Сергей Хайдаров. Баня тогда, вот она как раз к центральной дороге, вот перегрева, что ли, вот она загорелась. Михаил Ильин в этом садовом товариществе старожила. Участок купил еще в далеком 66-м году. Пожаров за это время было много. Все потому, что некоторые соседи к мерам безопасности относятся халатно. В первую очередь вода, лопаты,
там, ну, вилы, там, и грабли, что. Вот 2 ванны – это первая необходимость. Сотрудники МЧС с проверкой здесь не в первый раз. В прошлом году пожарная машина не смогла заехать на территорию садового товарищества. Узкие ворота. Эту проблему дачники устранили, но появились новые. Есть вопрос по поводу сужения той самой аллеи, мы сами прекрасно видели. Также у нас был вопрос по поводу устройства приспособления для водонапорной башни, для забора воды пожарной машиной. Данное нарушение было также устранено. Во время пожара спасением для садового общества может стать вот такая водонапорная башня. Во-первых, проезд машины должен быть абсолютно свободен. Ну и самое главное, наличие вот такого патрубка. Здесь их 2, и поэтому одновременно смогут работать сразу 2 пожарные машины. Чтобы не было причин вызывать спасателей, нужно соблюдать элементарные правила. Исправная электропроводка, бочка с водой и, самое главное, никакого костра на участке. Так хочется шашлык, да? Нельзя. За такого рода удовольствие придется дорого заплатить. Штраф за нарушение противопожарного режима от 2 до 4 тысяч рублей. Протоколы нерадивым садоводам пожарным пришлось выписать и сегодня. Сергей Хайдаров, Рамзиль Гарипов, ТНВ Казань. 44 дня остается до старта Кубка Конфедерации. Казань в ожидании соревнований лучших футбольных команд континента. Сегодня в столице республики на территории стадиона «Казань-Арена» высадили более 200 полутораметровых елей. Это студенты, волонтеры и школьники. Вечно зеленые красавицы не только украсят территорию, но и будут поглощать выхлопные газы от машин. Акция прошла в рамках Дней посадки леса. Ее приурочили ко Дню Победы. Встретить праздник Победы на колесах решили нижнекамские авто- и мотолюбители. Колонна традиционного автомобильного пробега по дорогам героев пронеслась по улицам Нижнекамска. Заглянули участники и в близлежащие села. В путь участников памятной акции пробега провожала наша съемочная группа. Айрат Хайров проверяет готовность своего железного коня к пробегу. Мотоцикл новенький, куплен совсем недавно, так что сегодняшняя акция для него, как и для хозяина, первое серьезное испытание. Первый раз участвуете? Первый раз, да. Сейчас мы сначала по городам, вроде по деревням, Старшесминск, Кармалы, Каинлы. Просто заглянем везде, где монументы, цветы возложить. А вот Раиль Хананов в автомотопробеге не новичок. Уже в 3-й раз таким образом отдает дань уважения и чтит память своих бабушки и дедушки. Ну, у меня дед, конечно, был на войне, конечно. Давно уже. Деда я почти не помню. У меня бабушка там была, там, считай, там. Ну, не на войне, конечно. Была в тылу. Ну, в деревне работала, считай, вот, от зари до зари. Для участников автомотопробега эта акция не просто повод собраться вместе и открыть сезон, а в первую очередь возможность напомнить о грядущем великом празднике и поздравить всех, кого встретят на пути, с Днем Победы. Друзья позвали меня поучаствовать в таком замечательном автопробеге, и я уж не могу отказать. И поэтому, тем более на 9 мая на носу. И все равно надо ветеранов объехать, тоже поздравить. И бабушек, и дедушек всех поздравить тоже вот с праздником. В этом году в колонне более 50 машин, мотоциклов и раритетных грузовиков. С каждым годом участников пробега становится все больше. Колонну пополняют студенты, автошколы и байкеры. Лена Зинатульна, Светлана Звонарева, Анастасия Попова, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Вечерний эфир ТНВ продолжит программа «Вызов-112». Похищали девушек, лишали их свободы и заставляли предоставлять интимные услуги. В деле банды сутенеров поставлена точка. Подробности через несколько минут. Все репортажи этого выпуска можно увидеть на сайте нашей телекомпании, а также на канале YouTube. О деловых новостях республики прочитать в интернет-газете «Реальное время». Далее выпуски о спорте и о погоде. И до встречи в 21:30. Спасибо, что после битв и ранений, после потери горя, нашли в себе силы для новых подвигов. Спасибо за страну, которую вы подняли из руины пепла. Для нас, ваших потомков. Казань-Оргсинтез поздравляет с Днем Великой Победы. КАМ «Энергостройпром» – одно из крупнейших предприятий по производству железобетонных изделий в России. Более 3000 наименований. Модернизированное оборудование, современная аттестованная лаборатория, строгий контроль качества на всех этапах производства. Вот секреты нашего железобетонного преимущества. Продукция поставляется в любую точку России и ближнего зарубежья. КАМ «Энергостройпром» – это стабильность, качество, надежность. За прошлый год в России произошло 11 взрывов бытового газа.
Погибли 33 человека. Одна из причин взрывов – износ газового оборудования и нарушение в его установке. Трагедии можно избежать, если пройти ежегодное техническое обслуживание. Работники Горгаза одеты в форменную одежду и предоставляют удостоверение. Они проверят установку оборудования, наличие тяги, герметичность соединений и работу приборов. После работ заполнят нужные документы. Техническое обслуживание газового оборудования – залог вашего спокойствия. «Газпром Трансгаз Казань» на страже вашей безопасности. Птицефабрика «Челный бройлер» начала продажу цыплят-бройлеров оптом и в розницу. Стройбаза 8. Телефон 74 77 57. Все пропало, сок, творожки закончились. Нужно быстро все купить? Выбираю пятерочку. Кофе Nescafé Gold 190 граммов, 345 рублей. Хорошо, когда нужное рядом. Пятерочка выручает! От болезней на растениях вам поможет Ризоплан. Россельхозцентр, Казань, 277 82 29. Не пропустите! Только 6 и 7 мая новое световое шоу «Дыхание моря» в Набережно-Челнинском дельфинарии. Бронирование и покупка билетов на сайте. Прочность и долговечность. Коронка из металлокерамики в городской стоматологии весь май 4500 рублей. 555 44 44. Весь май в Мебельграде распродажа. Скидки на 100% мебели. Гранитный памятник с оформлением за 8900. Данила Мастер. 202 38 32. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Футболисты «Рубина» продолжают подготовку к воскресному поединку против Уфы. Сегодня команда Хавьера Грасси провела открытую тренировку. Занятия пропустили 3 основных игрока. Это Максим Листен, Тарас Бурлак и Алекс Сонг. У всех травмы, когда они смогут вернуться в обойму, пока не ясно. Отметим, что в общей группе тренировались Георгиенис Караденис и Жонатас. Матч 27-го тура «Рубин-Уфа» пройдет 7 мая на Казань-арене и начнется в 16:30 по московскому времени. А уже 17 мая у болельщиков есть возможность попасть на игру против ЦСКА бесплатно. Для того, чтобы посетить Казань-арену, необходимо получить паспорт болельщика. Вся информация на сайте fanid.ru. Ребята выздоравливают, идут на поправку, надеюсь, они помогут нам. И с каждым днем все больше и больше нас становится, и надеюсь, это придаст нам силы и уверенности. К новостям хоккея. Казанская команда «Торнадо» успешно стартовала в финале 4-го Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги. В дебютном матче группового этапа казанцы со счетом 7-0 разгромили Карелию из Петрозаводска. А сборная России прибыла в Германию. Там в городе Кёльн стартовал чемпионат мира по хоккею. В составе нашей национальной команды нападающий Акбарса Владимир Ткачев. Отметим, что он стал одним из самых результативных игроков прошедшего Еврочелленджа. И на днях стало известно, что казанцы продлили с Ткачевым контракт еще на 2 года. На чемпионате мира сборная России сыграет в группе А. Среди наших основных соперников команды США, Швеции и Словакии. Капитаном на эти матчи назначен игрок «Металлурга» Сергей Мазякин. У нас собралась команда. Наверное, одни из лучших игроков, кого видит тренер, скажем так. И я уверен, что мы добьемся той цели, которую, скажем так, поставили перед собой. Казанский гонщик Тимур Тимирзянов стартует на 3-м этапе чемпионата мира по ралли-кроссу. Он пройдет с 5 по 7 мая на известной трассе Хокенхайм-Ринг на востоке Германии. На 2-м этапе чемпионата мира в Португалии пилоты команды «Старт» Тимур Тимирзянов и Янис Бауманис впервые в этом сезоне добрались до полуфинала. В Германии оба гонщика настроены проехать еще более быстро и улучшить результат прошлых заездов. Сам Тимирзянов считает, что после устранения всех технических недостатков автомобилей теперь все зависит от внутреннего настроя пилотов. И подчеркнул, что в эти дни в Германии будет переменчивая погода. Тут еще надо угадать с настройками и выбором шин. Гонка продлится 3 дня. Сначала квалификация, а 7 мая полуфиналы и финалы. Это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды на ТНВ. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Приволжский». Это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена от 45 тысяч рублей за квадратный метр. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу.
ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. А теперь поговорим о погоде. В предстоящие сутки в республике температурный фон существенно не изменится, но очередной циклон принесет новые порции осадков. По данным Яндекс.Погода, на юго-востоке Татарстана будет пасмурно, пройдут дожди. Ночью будет до 1 тепла, днем до 10 градусов выше 0. На северо-востоке ожидаются дожди, ночью температура воздуха составит плюс 3 градуса, днем же будет до 10 градусов выше 0. На севере Татарстана будет пасмурно и дождливо, ночью плюс 2, днем же будет до 10 градусов выше 0. На северо-западе облачно, пройдут дожди, ночью будет до 3 тепла, днем же до 10 градусов выше 0. На юго-западе тоже ожидаются осадки, температура воздуха в ночные часы составит до 4 градусов тепла, днем же будет до плюс 12. В центральном районе республики облачно и дожди. Ночью плюс 2, днем же до 10 градусов выше 0. В последующие сутки существенных изменений в погоде не ожидается. В Казани в предстоящие сутки будет пасмурно, днем пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит до 4 градусов тепла, днем же до плюс 11. Ветер западный, порывистый. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 75%. Ожидается магнитная буря, будьте внимательны к своему здоровью. На этом наш выпуск завершен. В студии была Маргарита Павлушина. До свидания.